Военно-историческая экспедиция, приуроченная к июльскому наступлению, которое в некотором смысле стало судьбоносным в Отечественной войне народа Абхазии, прошла тропой героев Гумистинского фронта, задействованного в наступлении. Участники акции возложили цветы к мемориалу воинам Сухумского батальона и к могиле первого президента, верховного главнокомандующего Абхазской армии Владислава Ардземба, а также к памятникам бойцов группы «Ветерок» и добровольцев. 13 апреля 1993 года на этом месте дислоцировались подразделения, командиром которого был герой Абхазии Геннадий Карданов, вместе со своими товарищами. В этом месте они держали бой. И 13 апреля, после 2 часов, после того, как здесь была съемка, они, к сожалению, погибли минометным снарядом. Убило здесь, были блиндажи в этом месте. И знаменитые кадры, если вы видели, как раз таки эти события здесь происходили. Сейчас здесь идет ремонтные работы, памятник будет восстановлен. Наступление на Сухум в районе Нижнего Гумистинского моста было отвлекающим маневром от основных действий операции, которая началась в ночь на 3 июля. Первая бригада пошла в наступление в Нижней Шере. Она форсировала Гумисту и смогла захватить и удерживать плацдарм на протяжении 17 часов. Так она и отвлекла на себя внимание противника, пока вторая бригада наступала по Верхней Шере. Главной целью прошедшей акции стал сбор полевого материала и, что самое важное, привлечение молодежи и подрастающего поколения к более углубленному изучению одной из самых трагичных страниц истории Абхазии. Для нас важно, чтобы ветераны из своих уст вещали молодежи о событиях, которым были они свидетелями. На экспедицию тропой героев были приглашены ветераны войны, непосредственные участники наступления, волонтеры, студенты вузов и представители молодежных организаций. Заместитель министра обороны Давид Бжаня рассказал о том, как проходила июльская наступательная операция и пожелал молодежи брать пример с ветеранов и чтить память погибших. 2 июля 1993 года началась высадка морского десанта в селе Тамыш. В результате морской десант из Гудауты и части Восточного фронта заблокировали переброску грузинских частей в город Сухум. Это было началом победы. После высадки отвлекающего десанта абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника. Июльская наступательная операция развивалась на всех фронтах. С ожесточенными боями абхазские войска взяли село Шрома, а также захватили стратегически важные высоты, такие как Цугуровку и Ахдюк. В свою очередь, активные действия на Восточном фронте облегчили участь города Порчал, который уже враг не мог обстреливать. Тем временем дальнейшее наступление абхазской армии на северо-западную часть города Сухум пришлось приостановить. По инициативе России было подписано трехстороннее Сочинское соглашение, которое предусматривало вывод грузинских войск из Абхазии. Однако Грузия проигнорировала данное соглашение. На организованном митинге выступили руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов и гости из Южной Осетии, принявшие участие в экспедиции. Я сейчас стоял и думал, что, представляете, это люди, которые отвлекали на себя основные силы, и они понимали, что многие из них вот этого всего уже не выйдет. Это надо иметь какую силу воли для того, чтобы осознавать о том, что ты идешь на смерть. Страшные вещи здесь произошли. Мы это все знаем, мы это слышали, и кадры есть. Я скажу просто одно, то что те ребята, которых не стало, естественно, вечная память. Но пока мы будем их помнить, они всегда будут рядом с нами. Главными рассказчиками и спикерами митинга, конечно, стали сами ветераны, участники тех трагичных и поистине героических событий. Здесь находится человек, который перевязывал меня. Я слышал, 35 человек погибло, молодых ребят. 3-4 человека на следующий день вышли, вечером, и которые ни царапины не получили. А остальных всех кто-то что-то получил. Мне тяжело говорить. Затем участники акции прошли вместе с ветеранами по Гумистинскому мосту.
Одни должны были с правой стороны пойти, другие налево. И мы пошли. И пошли, ну, очень многие погибли. Очень многие погибли. 35 человек – это те, которые остались. В результате июльской наступательной операции были достигнуты стратегически важные цели, и в конечном итоге добыта победа, неоценимо важная для каждого из нас. Многие погибли в ходе этой операции, и главная цель подобных экспедиций – память о страшной цене победы и свободы нашего народа. Самое главное, чтобы наше подрастающее поколение, наша молодежь, чтобы знали историю тех событий. Очень много жертв. Благодаря тех событий на сегодняшний день наша молодежь имеет возможность развиваться, жить, создавать семьи. Никогда нельзя забывать наше прошлое, нашу историю, какой ценой была дана нам победа. В завершении экспедиции была организована полевая кухня, а участники запустили в небо белые фонари по количеству погибших. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.